Всем привет из солнечного Крыма, Ялта. Весна, конец марта. Маршрут дня. На озеро Бирюзовое, что ли. Не помню, как оно называется. Бирюзовое или как. В общем, едем в Запрудное, в сторону Утеса. И в Запрудном есть озеро там в горах. Забыл, Бирюзовое или как оно там называется. Так, вот это за машинами тут ехать. Едем через Массандру, Никиту. Давай, давай, братан, газуй. Газуй, братан. Да ёпсель-мопсель. Весь маршрут наш будет на ЕМТБ. Забыл сказать. Вчера это поставил новую трансмиссию. Называется. Ну, в общем, кассета Shimano 1152. Потом цепь SRAM на этот для электровелосипедов 11 скоростная. Ну, в общем, трансмиссия, забыл, да, изначально сказать, что трансмиссия 11 скоростная. Вот, цепь. Он тут все строит, скоро уже закончат комплекс апартаментов прям возле этого Ялты Интуриста. Вон Ялта Интурист впереди слева. Комплекс построили новый. И справа вот тоже строят сейчас комплекс. Вот. Да, и цепь, значит, 11-скоростная SRAM. Вот. Потом кассета сказал Shimano 1152. Кассета, значит, по-моему, Shimano
не XT, а Shimano, если память не изменяет, SLX, что ли, 5100, вроде так ее название. Ну, там она одна в такой, как бы, категории 1152. Больше кассеты нету. Ну это то есть максимальная, то есть 11 маленькая, самая звезда, а 52 самая большая. Больше, в принципе, не существует. На данный момент нам направо на Никиту. Вот, и значит, что? Монетка SRAM GX. Потом и задний переключатель, да. Задний переключатель поставил SRAM GX. Как-то там название, цифры, буквы там. Вот. Полностью поменял трансмиссию. А то вот поехал в Гурзуф, возвращаюсь назад, начал выезжать с Гурзуфа. И, короче, цепь раз порвалась, все. Лопнул замок цепи. Можно было типа купить новый замок и поставить замок цепи и типа еще покататься. Но я как уже как бы купил полностью трансмиссию себе заранее, думал в мае поставить перед летом. Ну, уже думал, ладно, полностью уже тогда, раз уже цепь порвалась. Тем более там у меня цепь 12-скоростная. Здесь в Ялте, кто занимается велосипедами, у них нету. У них только на 11-скоростную. И я решил уже полностью трансмиссию поставить новую. Вот получается полностью трансмиссию новую поставить. Сколько я отдал? Сейчас посчитаем. В районе 20 тысяч. Да, что-то там 20 с копейками. Нет, это ж еще, это ж я без кассеты. Кассету я заказывал до. В общем, трансмиссию заказывал. Цепь, монетка и задний переключатель в одном месте, а кассету я раньше еще заказывал в другом месте. С кассетой получается 28 или 27 тысяч. Да. Вот такие цены на электровелосипед. Так и поставили вчера вечером уже трансмиссию, все. Мастер такой говорит: о, вроде как чуть-чуть вроде как не хватает. А я такой: в смысле? Он говорит: ну, вроде как надо еще чуть-чуть там, вроде будет плохо, типа, переключаться. И не на все зубья. Я сел, проехал, да, не хватает, получается, не переключает на две верхние самые верхние две. На самую верхнюю 52-ю не переключает, и на
сколько там идет, 52-я, перед ней с 50-й не переключает. Вот такие дела. И, короче, пришлось сегодня замок купить. Замок цепи. Поставим замок цепи дополнительно, и тогда вроде как должно хватать нормально. А он мне сейчас так там поставил на заднем переключателе, чтоб я не мог переключать на эти 52-ю звезду. Ну, в принципе, пока она и не надо, я могу и так пока поездить. Это там, если прям подъемы такие суровые, то она надо. А у меня пока таких маршрутов нету. Так что пока покатаемся так. Сейчас скажу, как называется озеро. Еду и забыл, куда я, на какое озеро еду. Вот даю. Раз. Скажу вам. Запрудное, а озеро, секундочку. Так, Запрудное. А озеро наше называется Юбилейное. Во. Юбилейное, да. Точно. Озеро Юбилейное в Запрудном. Но отсюда где-то километров где-то 20, ну, до самого озера где-то 25, где-то так. Но сегодня погодка бомбезная. Солнечная. Туч нету. Красота. Так, это Никита уже у нас. Сейчас где-то плюс 12, плюс 14. Где-то так. Красота, он какая. Морешко, солнечно. Ялта осталась позади нас. Ну, я обычно, если езжу вот в Гурзуф, ну, в эту сторону до Алушты, там в Гурзуф, в Утес, в Партенит, на озеро вот Юбилейное. И вот я езжу обычно через Никиту. Здесь машин мало, вот, поэтому можно, ну, то есть лучше ездить здесь этой дорогой нижней. Новый комплекс. Выезжаю на трассу и погнал уже по трассе до куда там надо. Но плохо, что да, что нет дороги прямо до побережья, чтобы полностью по берегу ехать, а не на вот эту трассу выезжать, там где поток
машин. Но сейчас то еще тьфу-тьфу. А вот в праздники или там или вот летом то, конечно, это жесть. Но на карте, кстати, показывают, якобы через Никиту можно проехать дальше, там по нижней дороге до самого, короче, Гурзуфа. Но дело в том, что на карте показывают одно, а когда начинаешь там ездить дворами, там же потом этот начинается заповедник же, мыс Мартьян. И там, короче, везде дома уже, заборы, всякое, короче, разное. То есть там проезда нету. То есть на Никиту надо только выезжать на стелу эту. И уже потом ехать по дороге этой трассе. Есть там только дорога, с Никиты выехал, там чуток проехал, и как там называется место перед Гурзуфом. Типа там можно свернуть и проехать чуть-чуть. Проехать чуть-чуть, и ты уже будешь в Гурзуфе. Ну там буквально, не знаю сколько, километра 3-5, где-то так. Никитский ботанический сад проезжаем. Но это не основные ворота, основные дальше там вверху. Сейчас пошли подъемы одни. А вот там справа я езжу по Никитскому заповеднику. Вот там вот. Туда можно проехать, сейчас будет поворот направо, можно туда уехать, либо аж дальше там, либо только что вот мы проезжали, был поворот направо, тоже ведет там смотровая. Вот, все деревья цветут, красота. Затерянный мир, 400 метров. Все деревья цветут, весна в полном разгаре. Только, как обычно, что-то весна запаздывает. Холодно. Уже должно быть плюс 20. Стабильно. А оно нифига. Никаких не плюс 20. Плюс 10, плюс 12. Плюс 8. Ну зато уже нету снега и нету температуры там ближе к 0. В принципе, уже такие температуры комфортные. Просто уже хочется, чтобы весна прям была настоящая. Чтобы можно было шапки типа снимать, куртки теплые. Вот красота вон какая.
Никитский сад, главный вход. Машин полно. Люди приехали походить, погулять. Фух, жарко уже. До озера где-то час ехать. Час-полтора, вот так вот. Ну, полтора часа это максимум. Хотя там много времени займет на подъем к самому озеру. Там такая грунтовая горная дорога. Вот, там как бы долго, да, ехать. Ну, там же скорость будет небольшая. Да, по асфальту можно жарить. А по грунтовке, по горной дороге, на подъемах там особо не пожаришь. Сальцо. Собственное сальцо на огне. Фух. Подъемы идут. Одни подъемы. Но по асфальту это подъемы такие себе. Они особо не ощущаются. А вот по горной дороге в лесу, вот там, конечно, есть подъемы такие. О, на обычном лесопеде там делать нечего. А на электричке милое дело катнуть в горы. Ну, сейчас же везде заповедная зона. Везде лесники эти бегают со своими штрафами. Поймают, если в заповедной зоне, штраф, если до 20 дней, штраф 1500. Если не успеваешь заплатить до 20 дней, штраф 3000. Вот так вот. Красота, ляпота, погодка сегодня бомба. Воздух такой уже не холодный.
Вот уже выезжаем на Никитскую стелу. Свадьба, что ли? Или что это тут? Вот Никитская стела. Красный. Не для нас только. Красный. Все, на трассу выехали. Мчим до этого, до Гурзуфа, а там встанем, посмотрим. Горы. Впереди горы зовут. Справа сейчас Гурзуф был уже. Я покажу еще раз. Опа! Медведь Аюдаг. Машина повезла 2 велосипеда. Разогнались. Со старту так шух, притопили. А вот Айданиль называется. Вот сюда сворачиваешь, и можно по нижней дороге выехать в Гурзуфе. Но тут дело в том, что от Айданиля до Гурзуфа тут вообще понты. Сейчас проедем сюда, покажу вам виды. Вот здесь часто сюда машины заезжают, фотографируются там. Вон флажки. Вот тут видок бомбезный. Опа! Вон, смотрите, видочек. Ох! Красота. Красота, ляпота. Гурзуф во всей красе. Вон горы. Мошки всякие летают. Ладно, поехали дальше. Сейчас мы станем, посмотрим здесь по карте. До куда нам надо доехать, я уже и забыл. Так, нам нужно доехать до Артек. Проезжаем и за Артеком. Да, за Артеком получается. Ну все. Поехали. Гурзуф, Артек, да. Поехали, в общем.
Давай, едь. Трогайся, ученик. Погодка обалденная вообще. Фуры. Камазисты всякие, фуроводы, ученики. Кого только не встретишь здесь на трассе. Красота какая! Проехали Гурзуф. Наушник сел, блин. Музей Чехова в Гурзуфе налево.
неказисты эти. Стало нам поменять наушник. Шпалы, малы, все дела. Сейчас станем. Все. Сейчас будет скоро уже Артек. Ну как скоро? За Медведем. Сейчас мы Медведя должны проехать, и за Медведем Артек. Маршруточник, блин. Маршруточники, обочечники.
Музей Дом домовых 8 км налево. Вон сейчас Гурзуф. Медведь гора Аюдаг. Красивая такая. Большой медведь. Пока все деления. Что-то камазист стал. Ман красный. Вон. Красота. Красота, ляпота. Ну, нам ехать дальше. Артек. О, сейчас пойдет подъемчик. Вон он, тягун такой. Ха. Ну, нам такие подъемы на изи. Щелкаем как орешки. Даже на ЕМТБ. км идем, особо не напрягаясь. Время есть, спешить некуда, поэтому идем так, как идем. Идем, как идем. Ой, ой, кочки. Так, вот скоро уже будет поворотик такой интересный перед Запрудным. Вот нам надо в тот поворотик аккуратненько нырнуть, так скажем. Доедем сейчас до поворотика этого. Он, по-моему, перед Партенитом или после Партенита, я уже не помню. Вон красота.
Уже и не помню. Ну, вставать сейчас, я думаю, рано еще. Я, в принципе, по памяти так особо помню, как он там. Таралик. Камазист. Фу. Одно деление пропало. 16 км. Так, а не этот ли этот поворот? Нет, не он. Это вообще не то вообще. Он где-то скоро уже, я помню. Где-то он уже скоро. Наверное, после Партенита. Сейчас вспомним. Это я был в декабре. Был декабрь теплый, и я ездил. Наверное, после подъема, да. После вот этого подъема. Там будет Партенит. Направо, а нам где-то дальше, левее. Такс. Куда-то налево поехал, а нам прямо вот сюда вот. Это я помню. Какая-то маленькая церквушечка. Что-то написано. Православный храм Порфирия как-то. Так, а здесь я не помню, нам прямо или налево. По-моему, нам мимо школы. Дальше вот школа здесь. Автобусы школьные стоят. Ну да, нам сюда. Да, живут здесь, конечно, люди. Магазинчик какой-то. Фух, жарко уже, блин. Сейчас на подъемах будет пипец. Так. Нам, по-моему, сюда надо ехать. Если я не ошибаюсь.
Собаки. По-моему, сюда. Добрый день. А не скажете на озеро? Ну, так ехать? Вот сами идем, не знаем, сейчас вот или прямо, или налево. Вроде либо сюда, либо там было. Не, озеро точно сюда. А, ну все тогда. Да. Прямо, да. Собаки злые. Коты, собаки. Да, жарко. Жарковатенько, однако. Здравствуйте. Здрасте. Туристы гуляют. Вот такая дорога на озеро. Оп, 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 оп. Оп, оп. Фух, жарко уже, да. Подниматься, блин, капец. У меня еще, блин, это ж стоит звезда, которая работает 48-я. Или как она там. Ну, то есть две самые большие у меня сейчас не работают. Приходится топить. Так, не помню куда. Короче, поехали так. Ух ты! Ух ты! Фух. Вон куда мы поднялись. Капец. Фух. Эй, собака, не гавкай. Опа. О. Вон. Красота. Фух. Сейчас потопим дальше. Хотел попить водички. О! Ой. Смак життя. Так, все, поехали дальше. Жарковатенько, да. Сейчас пару фоточек сделаем. Пока солнечно.
Красиво, да? Так, сейчас тут будет спуск. Не до фоточек. Потом будет подъем. Так, есть дорога правее, есть левее, и они соединяются, да? Ну, вроде да. Это что тут за дерево упало? И никто его не уберет. Подъем, подъем, пошел, пошел. Фух. Да, жарко. Надо было снять этот шлем. Ладно. Тут можно и без очков ехать, в принципе. Красоту смотреть. Не, солнце светит. Солнце светит. Так, теперь нам сюда вроде. Или куда нам? Забыл, куда мы ехали. Сейчас посмотрим. Фух. Направо или налево. Вот мы. Так. Но они все равно все ведут туда же. Можно спуститься сюда дальше, да. Ехать по низу. Соединяется он туда дальше. Наверх. Ну да. Прямо нам. О! Вроде так. Едем. Сейчас куда-то приедем. Фух, жарень. А, вон, да, я вспомнил. Сюда теперь.
Что тут может включить? Турбо. О, с турбо будет полегче на подъемах. Да, проехали вот почти уже. Сейчас тут налево, насколько я припоминаю. О, о, о. О. Вот сюда в лес. Фух. Опа. Ну, так как у нас не работает звезда, две большие, мы сейчас ехать уже не сможем. Пройдемся уже здесь. Пройдемся здесь. И, в принципе, уже на месте помощника. Включаем. Фух. Помощником катить велосипед легче. Молодцы, что придумали такую функцию, потому что катить велосипед 10-12 килограмм или там, ну, 15, то либо катить велосипед весом 25-27 кило. Разница есть. На месте помощника включаем. Фух. Помощником катить велосипед легче. Молодцы, что придумали такую функцию, потому что катить велосипед 10-12 килограмм или там, ну, 15, то либо катить велосипед весом 25-27 кило. Разница есть. Так, все, пошли дальше. Ну, спускаться легче, да. Так, сколько у нас получилось до озера? 22 км. Нормально, 22 и 22. Ну, 45. Округлим. 45. Может, мы еще в этот сможем успеть проехать в утес. Километров 5 где-то до утеса.
Ну, то есть не в утес, я хочу в Партенит. Фу. Фу. Вот такой подъем здесь перед озером. Чтобы зайти на озеро, надо преодолеть подъемчик. Труба. Газ, что ли? Или это вода? О. Фу, жарко, да? Очень жарко. Фу. Ладно. Пошли дальше. Жалко, да, что сейчас бы я ехал бы на самой большой звезде 52 и на турбо. Я вообще тут бы сейчас бы взлетел. Я ж в том году в декабре, когда был, я ж заезжал на то еще трансмиссии. А сейчас, да, на 48-й или 46-й не заедешь. Тем более с рюкзаком. Фух. Все, почти на месте. Погодка шикардос. Тишина так.